В самых разных кругах нашего общества мы очень часто задаемся вопросом, как сберечь село, где сегодня в наибольшей степени сохраняются наш язык, обычаи и культура. Ответ на этот вопрос лежит на поверхности. Зачастую люди уезжают не в большие мегаполисы, а в районные центры, в небольшие городки, где и условия жизни лучше, и образовательные учреждения сильнее. И главное, есть работа, а значит зарплата, а значит есть возможность жить и строить свое будущее. За последние несколько десятилетий в деревнях и селах Татарстана сделано много для улучшения качества жизни. Давайте это признаем. Есть газ, есть вода, строятся детские сады, проводится капитальный ремонт общественных зданий, возводятся новые дома культуры. Это, конечно, хорошо, но, на мой взгляд, нет ничего важнее справедливой оценки труда сельских жителей. Вопрос. Когда, наконец, изменится понимание государства, что литр закупочного молока не может стоить 20 рублей, а продаваться за 80? Что килограмм мяса не может закупаться за 12 рублей, а продаваться за 700-800 рублей? Наш современник Борис Гафуров знает, как сохранить деревню, знает, что такое сельский труд и какова его реальная стоимость. О том, как живет деревня Малая Цельна Дрожжановского района, наш следующий материал. На карте Дрожжановского района Татарстана можно увидеть сразу два населенных пункта с названием Цельна. Только вот ведь какая заковыка. Деревня Большая Цельна, хоть и получила более увесистое определение на деле, раза в 2 меньше той, что именуется Малой Цельной. Вот уж точно, мал да удал. Малая Цельна, где сегодня проживает свыше 1000 человек, это крупный населенный пункт, слава о котором, словно энергия волны, простирается далеко за пределы района. Каждый год с наступлением ранней весны на полях Малой Цельны раздается вновь рев, гул и рокот тракторов. Сахарная свекла – культура хоть и на вкус сладкая, а мякоть нежная, но отнюдь не изнеженная. В довольно суровых климатических условиях миндальничать с ней не привыкли. Высеивают семена одними из первых, как только с полей сходит снег. Сельхозугодья сравнительно небольшие, но с каждого такого гектара в Малой Цельне по осени собирают 650 центнеров сахарной свеклы. Это на минуту самые большие показатели в республике. Мы агрономы структуру составляем и планируем, что сеять. Потом директором это обсуждаем, что к чему. И потом чуть корректировка, если надо будет, корректировку делаем. Сказал же, на 100 гектаров увеличили пассивную площадь сахарной свеклы. И для нас это выгодно. Говорят, что в сельском хозяйстве все зависит от грамотного планирования. Сколько зерен класть в каждую борозду, когда и как вносить удобрения, как чередовать культуры. Для высокой урожайности нужны оптимальные условия и в идеале полный цикл производства. В Малой Цельне сегодня успешно развивается и собственное молочное и мясное животноводство. Многое из того, что выращивают на полях, идет на откорм. В хозяйстве свыше 3000 голов крупнорогатого скота. У них своя технология кормления, свой местный сбалансированный рацион и, что немаловажно, выгодное сезонное предложение для молодняка, который с приходом лета отправляется на отдых на вольные хлеба. С 15 мая весь крупнорогатый скот будет выгнан на луга. У нас свои пастбища, природные богатства, свежая трава. Все лето коровы на вольном выпасе. Все фермы пройдут чистку, дезинфекцию и обработку. Зерно, пшеница, гречь, это ячмень, гречиха, горох, все. Кормовые культуры. Все есть у вас, да? Все есть у нас. А рабочий персонал -то достаточно или нет? Достаточно. Полностью достаточно обеспечено. Сколько сегодня людей работают? У нас всего сегодня работает около 200 человек работает. Получается, что каждый 5-й житель деревни – это сотрудник предприятия. Если учесть тот факт, что в селах семьи большие, это значит, что каждая семья в Малой Цельне имеет непосредственное отношение к трудовым достижениям хозяйства, от которых зависят доходы населения и качество жизни.
В деревне сейчас созданы все условия. Я его, как сказал, в 1995 году уже завершили полностью газификацию села. Водопровод централизованный, отопление газовое. Борис Аполлович девиз – работать, чтобы все было хорошо, жить вечно. Вот уж точно не место красить человека, а человек место. Как сложилась бы судьба этой деревни, если бы 35 лет тому назад сюда по партийному распределению не был бы направлен обычный школьный учитель биологии Борис Гафуров. В конце 80-х годов убыточные предприятия, колхозы и совхозы уже разваливались, как карточные домики. Так в 1989 году Бориса Гафурова назначили председателем колхоза «Цельна», который к тому времени уже дышал на ладан. Многие руководители, оказавшись в такой ситуации, уповали только на инвесторов и пытались быстрее избавиться от такого незавидного наследства. Только вот молодой учитель биологии в сельскохозяйственную отрасль решил внести заветы великого Макаренко, которые звучат просто и убедительно. Забудь про свои нереализованные мечты, найди правильную мотивацию, ставь конкретные цели, и будет вам счастье. Если ты руководитель, ты должен уметь работать с людьми, знать психологию каждого, уметь найти подход к каждому сотруднику и правильно ставить цели и задачи. В этом и кроется главный успех любого дела. За прошедшие 35 лет хозяйству Гафурова пришлось испытать многое. Были и успехи, и огорчения, взлеты и падения, засуха, половодье, экономические кризисы и демографические спады. Жизнь на селе никогда не была легка. Но вера в будущее всегда дает силы идти вперед. Благодаря хозяйству в 90-е в деревню провели газ. Был построен новый мост, который соединил две части села. Ремонт дорог, школы, детского сада, строительство мечети, благоустройство территорий. Сегодня Малая Цельна – это цветущий сад, который благоухает и плодоносит на радость всей округи. Да главный человек он. Если он не был бы еще, не знаю. Вот соседние деревни, смотрим мы, там все разваливается, потому что хозяина нет. От сельского поселения никакой там помощи нет у нас. Вы сами знаете. У нас там, например, бюджеты, смотрим, 3,5 миллиона. Вот. Ему за свет платить, за газ платить, все за зарплату, а благоустройства никакой ничего не останется. Только благодаря Куджага все мы процветаем. В Малоцельнинской средней школе обучаются около 80 человек, еще 20 детей в детском саду. Все обучение и воспитание на родном татарском языке. Говорят, что именно на таких школах, именно на таких деревнях держится язык и народ. Со стороны хозяйства и руководителя Цельна Бориса Аполловича мы очень чувствуем хорошо помощь, и он является нашим спонсором. Да, были времена, когда детей было в 10 раз больше. Да, молодежь стремится в большие города. Проблема миграции – это новый вызов нового времени. Надо нормальные цена реализации. Закупочная цена надо нормальная. Мясо где-то 160, 180, вот так. Молоко 27 рублей. Но при этом же в магазинах молоко дорогое, а мясо сколько стоит? Ну, это не от нас зависит. Тогда бы люди оставались, Да, тогда бы люди оставались. Ну вы же остались. Biz kadar фанатlar. Biz это не можем жить. Казан бываем мы не можем ночевать, нам воздуха не хватает. Вот деревянский воздух надо. Но не зря отец дал ему имя Борис в честь своего друга, спасшего ему жизнь на фронте. Он не привык сдаваться перед трудностями. Там, где отступило множество других, он будет идти до конца и будет верен своему главному жизненному принципу. Земля дорогая, земля золотая, потому что земля родная. Эльзира Юзаева и Андрей Ключников. 7 дней.